Кыргызы против империи Чингисхана. Правда, которую забыли. Мало кто знает, что кыргызы еще задолго до появления Чингисхана были одним из самых могущественных народов Центральной Азии. В 840 году они разгромили сильнейшую уйгурскую империю и создали собственный великий кыргызский каганат. Их слава распространилась далеко за пределы степей, до самого Китая и Ближнего Востока. Кыргызы контролировали огромное пространство от Енисея до Тяньшаня, и даже правители Китая называли кыргызского кагана своим старшим братом. Когда в 13 веке над Азией поднялся смерч монгольских завоеваний, кыргызы были одними из тех, кто не склонил головы без борьбы. В 1218 году Чингисхан начал поход против кракитайцев и западных народов, и уже в 1219-1221 годах удар пришел и на кыргызские земли. Монголы стремительно покоряли народы одного за другим, но кыргызы были не из тех, кто сдавался сразу. Они защищали свои горные крепости, уходили в неприступные ущелья и давали отпор как могли. По древним летописям известно, что кыргызы даже после покорения поднимали мятежи, отказывались платить дань и участвовали в заговорах против монгольских правителей. Их считали гордым народом, который сложно было заставить подчиниться. Монголы включили кыргызские земли в состав Чагатайского улуса, но кыргызам оставили определенную свободу. Они сохраняли свои обычаи, свои племенные порядки и даже своих вождей. Кыргызы должны были лишь поставлять воинов для монгольских походов и платить налоги. Но дух кыргызского народа не был сломлен. Несмотря на века господства сначала монголов, потом тимуридов, кыргызы сохранили свои древние традиции, язык, родовую память и свою волю к свободе. Они пережили падение Великой Монгольской империи, пережили разорение и междоусобицы, но не исчезли. Их история — это история стойкости, борьбы и памяти о своих предках, которая передавалась из поколения в поколение. И сегодня, когда мы смотрим на могучие горы Тяньшаня, мы видим не просто природу, мы видим живое свидетельство народа, который выдержал все и остался верен себе. Кыргызы — это народ, который не склонил голову даже перед самыми страшными империями мира, и их дух горит в сердцах и по сей день.